Подготовка курсантов Вооруженных сил Республики Абхазия осуществляется в ведущих военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации с 2010 года. За это время в российские вузы было направлено более 500 абитуриентов. Более 200 окончили военно-учебные заведения и проходят службу в Министерстве обороны Республики и других ведомствах. Все курсанты, пришедшие на встречу, прошли двухнедельный карантин в пансионате «Айтар». Стоит отметить, что многие из них обучаются в медицинской академии Санкт-Петербурга. Я не с детства мечтала, я где-то в классе 9 определилась. Мне очень нравится, всегда нравилась медицина. И я решила попробовать поступить, и у меня все получилось. Учиться интересно, но сложно. Есть определенные свои нюансы, но так очень интересно. Справляемся. Выбрал медицину, потому что с детства хотел стать врачом, а военная медицина, потому что очень востребованная. И, соответственно, туда я решил пойти. Еще с 9 класса. Хочу продолжить, хочу поступить на ординатуру и стать челюстно-лицевым хирургом. По словам курсантов, находиться на самоизоляции 2 недели было сложно, однако они были обеспечены всем необходимым. Среди прошедших карантины курсант военно-воздушной академии города Воронеж Давид Багба. У меня со школы была мечта поступить в военный. Изначально я поступил в СВОГу, наше училище. Потом через год перевелся в военно-воздушную академию. Обучение проходит отлично. Надо приложить просто старание какое-то, и будет все хорошо. Министерством обороны Республики Абхазия постоянно осуществляется контроль за процессом обучения курсантов, а также соблюдение ими воинской дисциплины и правопорядка. Поэтому такие встречи проходят здесь ежегодно. О нарушении дисциплины во время прохождения карантина в обсервационном учреждении «Айтар» шла речь в ходе нынешнего мероприятия. Как отметили министр обороны Владимир Рануа и заместитель министра обороны Надар Авицба, главная задача по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди гражданского населения была выполнена. Однако дисциплина курсантов во время пребывания в Айтаре оставляет желать лучшего. Товарищи курсанты, обеспечение процесса карантина осуществляли офицеры, курсанты и солдаты Министерства обороны, которые вам приносили кушать, которые за вами выносили мусор, нескончаемые груды мусора, санузлы разбитые, мебель поломана. Окурки затушенные на столах, все валяется на паласах, карнизы сорванные. Это вандализм. Вы государственный объект привели в состояние, непригодное для прямого назначения его. Это касается полностью 2-го корпуса. Кроме того, многие из курсантов оставили свои документы в обсервационном учреждении и, как было отмечено, долгое время даже не интересовались ими. И до сих пор паспорта, документы не ищут. Не ищут, никто не спрашивает, а как вы собираетесь без паспорта Российской Федерации уезжать на место учебы? Уже сколько времени, значит, они находятся у нас. Тем, кто нарушил дисциплину и правопорядок в обсервационном центре, грозит исключение из учебных заведений. В завершении встречи у родителей курсантов была возможность пообщаться с руководством оборонного ведомства и получить ответы на интересующие их вопросы. Гугуца Вардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.